Стамбул – уникальный город, бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и, наконец, Османской империи. Уверен, вы уже заинтересованы. Предлагаю удобнее устроиться перед телевизором и отложить пульт в сторону, он вам пока не пригодится. В ближайшее время мы совершим небольшой экскурс по идеальному городу для любителей долгих прогулок. Но для начала расскажу о наших спортсменах, которые проходят обучение в одном из спорткомплексов Турции. Стамбульский спортивный клуб лучший в стране. 4 месяца назад сюда поступили новобранцы, несколько ребят из Ингушетии. Для них этот спорткомплекс стал местом, где полезное всегда сопровождает приятное. Будни спортсмена проходят строго по графику. Циферблат показывает 7 часов утра. Это значит, самое время настроить себя на нужную волну. Утренняя зарядка позволит быть в форме на целый день, а день предстоит насыщенным. Режим не такой, как в армии, поэтому времени на сбор у спортсменов больше. Для того, чтобы дойти до стадиона, им не приходится преодолевать большие расстояния. Здесь, если не все под рукой, уж точно где-то близко. После утреннего намаза мы уходим, делаем зарядку, отрабатываем приемы, растягиваемся. Следующий час ребята проведут здесь двигательные активности. Упражнения помогут организму отойти от сна и пробудить тело. После заряда бодрости можно и позавтракать. Питание обеспечивает столовая с просторным обеденным залом. Здесь спортсменам предлагают высококачественную трехразовую еду. В рацион включены все необходимые продукты, которые обеспечат молодой организм энергией и силами. Они им еще понадобятся. Вечером ребятам предстоит выход на ковер. Стамбульский клуб готовит спортсменов по 11 видам спорта. Здесь каждый найдет то, что ему по душе. Отличные условия, профессиональное обучение руководство спорткомплекса гарантирует. Бюджет этого клуба составляет около 50 миллионов долларов. Это сильный клуб. Вы сами видели возможность, какие условия, какие у этого клуба, у этих спортсменов. И именно в этот клуб приглашает самых сильных спортсменов страны и самых лучших специалистов. Современный комплекс спортивных упражнений располагает плавательным бассейном, волейбольным, баскетбольным, теннисным залами, помещениями для борьбы, дзюдо, карате и не только. На обширном пространстве расположено футбольное поле и стадион. Все это позволяет воспитывать мастеров большого спорта. Это лучший клуб в стране. Всем, кто сюда попал, очень повезло. Спортсмены обеспечены всеми условиями. Я думаю, это главное. Наши воспитанники имеют все, чтобы добиться успеха. Взамен на услуги требуется лишь самоотдача и желание быть первым. Из-за победы здесь умеют благодарить. Фотографии тех, кто достойно представил эту страну на мировой спортивной арене, размещены на стене славы. Среди них и наш земляк Адам Барахоев. Для местных он Адам Берекет. Турция для него вторая родина. Здесь его знают и уважают. В 1999 году от сборной команды России я приехал на турнир честь. Они проводили его честь олимпийского чемпиона Яшар Догу. И на этом турнире я выиграл всех турецких борцов и иностранных борцов. И меня признали лучшим борцом турнира. Это было в 1999 году. Ну и подошли с Федерации борьбы Турции, предложили остаться в Турции, бороться за их страну. Фотография Адама Барахоева размещена и в зале, где тренируются борцы. 11 спортсменов, гордость клуба. Это те, кто в разное время выступал за Турцию на Олимпийских играх и принесли победы стране. На их месте хотел бы оказаться каждый из этих ребят. Но для этого необходимо усердие и терпение. Сейчас самое время выложиться на все 100. Тренировка борцов проходит ежедневно в 17 часов. Среди них и наши спортсмены. Мы пригласили ребят в надежде, что они принесут нам новые победы. Уверен, что они смогут добиться успеха. Это будет полезно и для нашего клуба, и для них самих. Хорошие надежды, что наши ребята в будущем покажут хорошие результаты, потому что они уже, как сказать, много тренировались, видели их уже в практике. Я думаю, что в ближайшем будущем уже что в республике будут чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. Практически у каждого из новобранцев клуба за плечами имеется опыт выступлений на различных соревнованиях и награды. Яркий тому пример Калой Картоев, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира. Он посвятил вольной борьбе 12 лет своей жизни. В Турции больше уделяют внимание физической подготовке, а в России больше уделяют внимание технике. Поэтому у нас в России больше на технику работают. Например, мы все знаем
самая сильная борьба это в Дагестане, в Осетии, ну вообще на Северном Кавказе, Чечня, Ингушетия, вот там. И у нас как бы на Кавказе вообще к этому виду спорта ребята склонны к этому виду спорта, поэтому у нас там много, конкуренции много. И все, можно сказать, один лучше другого. Здешняя программа обучения борцов немного отличается от того, к чему привыкли спортсмены из Ингушетии, но они быстро адаптируются к новой системе. Ребятам приходится привыкать не только к новым правилам и технике, но и преодолевать языковой барьер, ведь тренер объясняет на своем родном. Но будучи постоянно окруженными этим языком, они постепенно осваивают турецкий. У нас есть тренера, которые и по-русски понимают, они чуть-чуть, но понимают. Мы бываем с ними по-русски разговариваем. Некоторые турецкие слова сами уже выучили за 3 месяца. Ну так уже, можно сказать, общий язык находим. Даже с первого дня находили. Ингуши дружат с местными спортсменами, у них сложились хорошие отношения, но хотелось бы, чтобы они быстрее выучили наш язык, тогда мы будем лучше понимать друг друга. А в соседнем зале в поте лица работает Алихан Зармотов. Мы застали чемпиона Европы по дзюдо за индивидуальной тренировкой с тренером. Как известно, 2 часа не хватает профессиональному спортсмену, чтобы достичь высоких результатов, поэтому после тренировки остаемся каждый день индивидуально, занимаемся с тренером лично, работаем над ошибками и готовимся к международным стартам. В Ингушетии Алихан почти 10 лет воспитывался у Руслана Азиева. Спортсмен признается, что все, чего он смог достигнуть к сегодняшнему дню, благодаря первому тренеру. Он также, несомненно, верит в то, что нынешний его наставник из Чечни, Селимхан Магомадов, 6-кратный чемпион Европы, неоднократный чемпион мира, готов полностью посвятить себя молодому спортсмену. И вместе им удастся покорить новые вершины. Не зная языка в чужой стране очень тяжело. Понятно, что в клубе там недалеко, если ты выходишь куда-то в город или не можешь объяснить, куда тебе обратно ехать, поэтому обязательно будем учить язык. Тренировки спортсменов длятся несколько часов, а травм не застрахован никто. Подобные случаи на производстве здесь исправят буквально легкими движениями рук. На базе комплекса имеется медицинский кабинет, незначительные ушибы, случай рядовой. Все, что потребуется, специальный массаж. Но при необходимости врачи готовы оказать любую другую медицинскую помощь. После обязательных тренировок наступает время трапезы и отдыха. Номера, в которых размещены спортсмены, расположены на 5 этажах. Не обязательно быть экспертом, чтобы оценить звездность отеля. Я присвоил 3 звезды. Здесь предусмотрено все необходимое и даже больше. В каждой комнате есть санузел, кабельное телевидение, внутренний телефон, холодильник. Здание комплекса охвачено связью Wi-Fi и, конечно же, замечательный вид из окна. Жизнь в Стамбуле в таких условиях может ударить по кошельку. Сутки в такой гостинице могли бы обойтись примерно в $50. Ежедневная нагрузка требует периодической разгрузки. В среду и в субботу спортсмены имеют возможность посетить бассейн, сауну, турецкую баню, хамам и фитнес-клуб. Надо на ковре тренироваться, надо качаться, физику набирать, да. Надо технику набирать на ковре. И здесь физическую силу добавляешь, качаешься. Физкультура хорошо, но первостепенное для всех исполнение религиозного долга. Это можно сделать вот в таких молельных комнатах. Они расположены в каждом отсеке здания. А что касается пятничной молитвы, то и с этим никаких проблем не возникает. Стамбул называют городом 1000 минаретов. Мечети здесь практически на каждом шагу. Этот храм находится в 5 минутах от спорткомплекса. Он довольно старый, но несмотря на изношенность временем, благодаря архитектурному почерку, исполненному в чисто турецком стиле, здание все еще привлекает внимание. Мечеть забита прихожанами до отказа. Ряды правоверных пополнили и приезжие из Ингушетии. Здесь в каждую пятницу вместе с людьми разными по национальности, но близкими по вере, они предстают перед Всевышним. Возможно, стамбульский клуб для наших ребят станет локомотивом в светлое будущее. В какой бы стране они ни были, под чьи бы знамена ни становились, цель у них одна – прославить родную Ингушетию. Миссия на них возложена ответственная, уверен, они это осознают и двигаются в правильном направлении. Так пожелаем удачи нашим спортсменам, она им еще пригодится. Во время нашего визита в страну Адам Барахой восстанавливался после операции на колено-сустав. Главный тренер сборной Ингушетии по вольной борьбе готовится еще раз стать участником Олимпиады, только на этот раз в роли факелоносца.
Адам станет одним из тех, кто пронесет символ сочинских игр по главным улицам города. Но травма не стала для спортсмена помехой. В выходной день он решил устроить для своих подопечных экскурсию по историческим местам. Переживать за то, что костыли подведут, ему не приходится, ведь рядом есть те, кто готов поддержать в любой момент. Первый пункт нашего маршрута переносит нас в 360 год. Архитектурный ансамбль Айя София с первых дней назывался Мигала Екселия, что означает «большая церковь». Свое нынешнее название получил в конце V века. Строительство этого здания длилось 5 лет, и сейчас, смотря на него спустя века, не перестаешь восхищаться работой мастеров, которые, не имея подъемных кранов и прочей спецтехники, собственноручно сумели создать такое чудо. После завоевания Стамбула султаном Махмедом Фатихом начался новый период для Айя София. Столетиями служивший церковью храм был преобразован в мечеть. В 1934 году было издано постановление, согласно которому Айя София стала музеем. В этих стенах нашлось место сразу двум религиям. Здесь христианские иконы тесно расположены вместе с цитатами из Корана. Напротив Айя Софии расположена мечеть султана Ахмеда, она же Голубая мечеть. Здесь мы оказались во время Зухры. Совершив омовение в специально отведенном для этого месте, мы направились в саму мечеть. Во время молитвы двери храма открыты только для правоверных. Всех туристов попросили временно покинуть здание. Особый интерес вызывает то, что это единственная мечеть в Стамбуле сразу с 6 минаретами. Внутренний зал просто огромен и удивительным образом полностью заполнен светом, проникающим сквозь 260 по-особому расположенных окон. У входа становится ясно, почему ее называют «голубой». Весь интерьер исполнен преимущественно в этих тонах. Тем не менее, пол мечети устлан коврами красных и вишневых оттенков. Не меньшее восхищение вызывает и купол высотой 43 метра. Наша экскурсия продолжилась на яхте. Здесь для нас открылся вид на старинные здания, которые для кого-то служат жилыми домами, а для других – ресторанами. 1,5 часа по Мраморному морю не оставили нас равнодушными. Огромные виллы, тесно разбросанные по этим холмам, дорогое удовольствие. Цены на них могут доходить до 25 миллионов долларов. Невольно задумываешься, почему я не родился олигархом. Могу себе представить, какова жизнь хозяев этих домов, когда даже смотреть на них со стороны одно удовольствие. Помечтали и хватит, поплыли дальше. Итак, внимание, это должно заинтересовать ингушских женщин, впрочем, не только ингушских. Вот в этом монументальном здании проходили съемки сериала «Великолепный век». Наш маршрут буквально делит две части света. Босфорский мост, окно в Европу или наоборот, в Азию. Его длина 1 километр 510 метров. Наша экскурсия подходит к концу. Если вы получили хоть какое-то удовольствие от просмотра этого материала, нам будет приятно. Поблагодарим Адама Барахоева, который выступал в роли гида. Мы покидаем это место с твердым намерением вернуться сюда снова, что и вам советуем. Обещаем, визит в Стамбул останется в вашей памяти надолго. Это место, где каждый угол, каждое здание дышит историей. Уверен, культурное богатство этого города снова позовет вас в дорогу.